Как только появилась информация о сходе селевого потока в районе Голубого озера в Рицинском реликтовом национальном парке, на место происшествия выехали премьер-министр Владимир Делба и министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квицинин. Вместе с руководством района они осмотрели пострадавшие территории и обсудили необходимые меры для устранения последствий стихийного бедствия. Были даны поручения по организации восстановительных работ и обеспечению безопасности на территории парка. Все наблюдаем о том, что очень интенсивно идет работа по расчистке автодороги. Прямо на наших глазах, по сути, можно сказать, что уже дорога открыта. Силы и средства все задействованы, имеющиеся, начиная с необходимой специализированной техникой. Соответственно, специалисты энергетики сейчас подключатся после того, как это будет все расчищено, несомненно, после завершения. И в период ликвидации оценка будет дана этому, и впоследствии мы будем принимать соответствующие решения, как дальше исправлять ситуацию, как дальше восстанавливать эти участки. На месте происшествия активно работали сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Ситуация налаживается, все службы работают, скоро будет налажена связь, так что президент все держит на контроле. Так что думаю, что в ближайшие дни все восстановится. Несмотря на разрушительные последствия, директор парка Адам Урбагатели подтвердил, что никто не пострадал. По его словам, туристы успели проехать вверх до схода селя и не оказались в зоне опасности. На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы для скорейшей расчистки территории и восстановления инфраструктуры. Техника уже задействована в очистных работах и, как добавил Богателя, планируется завершить основную часть расчистки в течение дня. Около 90 детей, лагерь. Ага, мы занялись этим вопросом сначала, как там обстановка, как дети, как их организаторы и так далее. Слава Богу, там все нормально. Такой стихии там не было, небо чистое, все отлично, все в штатном режиме. По дороге до Рицы маленькие повреждения есть. В виде завалов, деревья попадали, но параллельно эти работы ведутся прямо сейчас. Наша задача выпустить тот транспорт, который за обвалом остался. Там около 15 единиц транспортных средств осталось за обвалом. Мы сейчас выпустим их. Главное, одну сторону дороги открыть, остальное потихоньку. Уже 4 единицы техники работают. Завтра с утра, я надеюсь, мы откроем пол. Это помимо того, что уберем грунты, это надо и помыть еще, там ила, жижи очень много. Сейчас будем приглашать пожарные машины. Руководство страны готово предпринять все необходимые меры, чтобы в максимально сжатые сроки восстановить доступ к озеру Рица и обеспечить безопасность посетителей. Длительные и интенсивные осадки, которые начались в ночь с 7 на 8 августа, усилились к 4 часам утра, что привело к выходу из берегов как реки Псол, так и многочисленных притоков и ручьев в этом районе. Это вызвало значительное подтопление близлежащих сел Гечрипш, Мкелрипш и села Лапстархан. Вода подтопила дома и сельскохозяйственные угодья, а также повредила дороги. На место происшествия оперативно прибыл премьер-министр Владимир Делба, чтобы лично оценить ситуацию и скоординировать усилия по оказанию помощи пострадавшим. В администрации села Гечрипш заместитель главы администрации Гагрского района Карен Кюлян провел совещание с главами сел, пострадавших из-за стихии. Администрация района и в целом руководство страны не оставит людей, наших граждан, один на один с этой проблемой. Максимально поможем. С завтрашнего дня спецтехника зайдет, наверное, начнет с верхнего села Микелрипш, потому что очень сильно пострадали наши проселочные дороги из-за сильного ветра и из-за того, что упали, значит, деревья, обесточенными остались несколько сел, и в этом вопросе тоже нужно будет максимально проработать в кратчайшие сроки, чтобы все восстановить. Списки пострадавших жду от вас буквально завтра вечером, чтобы у вас была вся информация, и для полного понимания мы сразу приступим к работе. Окончательную оценку дать еще не можем, поэтому нам нужно немного времени, чтобы понимать, какой ущерб стихия нанесла нам в этот раз. Объем воды в реке резко возрос, вода вышла из берегов.
Во избежание дальнейших таких действий, конечно, нужно будет нам провести ряд работ. Это берегоукрепительных работ, за это в курсе и не только руководство района, за это в курсе руководство нашего государства. И я знаю, что будут обязательно приняты меры, чтобы в дальнейшем избежать вот такого вот рода событий. Особое внимание уделяется координации усилий различных служб для обеспечения оперативного и эффективного реагирования как на последствия наводнения в районе реки Псов, так и на ситуацию с селем в районе озера Рица. Сария Кварацхеля, Даур Цулуке, Абхазское телевидение.